Доброго времени суток, дорогие наши друзья, помощники и подписчики. Спешим поделиться с вами хорошими новостями. 3 марта все наши хвостики прилетели в Москву благодаря вам. Но сначала мы хотим вам рассказать вот об этом хвостике. Он уже не первый месяц в ППЖ. На страничке в Телеграм он мне попадался на глаза. А вот ни на одном из видео, которые нам присылают, я как-то случайно поймала себя на мысли, но я его не вижу, ну вот нет его. Я пересмотрела уже несколько раз все видео более внимательно, но именно его я так нигде и не нашла. У нас уже была аналогичная ситуация. Мы Фадея своего не могли найти почти месяц в ППЖ. Он также мелькнул на одном из фото и пропал. Только благодаря Игорю, который приехал в ППЖ и увидел мелькнувшую за шторкой мордочку и пошел посмотреть, кто же это там, оказалось, что это наш Фадей. Он просто от страха не выходил из будки. Я уверена, что у него должен быть такой же счастливый случай. И мы вместе с вами его спасем и найдем ему самый лучший дом. По-другому просто не может быть. Посмотрите на эту несчастную небольшую хасочку. Она боится подойти и к еде, и к человеку, потому что более сильные и смелые собаки могут накинуться на нее и подрать. В вольере ей очень страшно. Она не понимает, почему она здесь. Она не росла на улице. По ней это сразу видно. Это чья-то домашняя собака. Только этот кто-то просто решил, что она ему не нужна. Вот от таких нерадивых хозяев и берутся толпы бездомных собак. И никакие они не дикие. Они практически все бывшие домашние. Мы очень просим помощи у вас, дорогие друзья, ведь эта девочка пропадет там, никому не нужная. Давайте подарим ей шанс на новую и счастливую жизнь. Вот наш такой сыночка. Вот такой красивый. Вот такой сладкий. А он же умный, конечно. А теперь о прилете. Наши хвостики в Москве. Вылет был сложным, причем и физически, потому что вылетали сразу 4 хвостика, а Доре надо было еще оформлять карго. И финансово очень дорого. Аэрофлот с 1 февраля поднял стоимость с 5 тысяч за место до 7 тысяч. Вроде бы всего-то 2 тысячи разница. А вот с 3 хвостиков это уже лишние 6 тысяч. А тут каждая копейка на счету. Плюс по прилету надо сразу оплатить передержки в Москве, а это минимум 9 тысяч и более. И вот так набегают космические суммы. Плюс дальше обследование, прививки, стерилизация и кастрация. А еще разные мелочи. Обработки, игрушки, ошейники, поводки. И без финансов ничего не сделаешь, к сожалению. Повернись, повернись. Что ты не хочешь поворачивать? А ты что тявкаешь? Что ты тявкаешь? Я тебя покусаю сейчас. Вот здесь я тебя покусаю. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Покусаю, покусаю. Все, все, не полюгай. Сейчас поедем, все. Наши Веня, Злата и Чивас поехали дружно на одну передержку осваиваться. Злата еще в стрессе. После перелета побаивается. Новая обстановка, новые люди. Ей надо время, чтобы привыкнуть и начать доверять. Веня уже прекрасно влился в новый коллектив. Он очень спокойный и сразу пошел на контакт со всеми. Чивас, как и все дети, любопытный. Все новое ему интересно, и ничего его не пугает. Он вообще характерный и требовательный парень у нас. А Дори на индивидуальной передержке у участницы нашей группы. Спасибо ей огромное за нашу девочку.
После дома, после домашней жизни не хотелось вести ее на массовую передержку. Она и так в стрессе. Дори умничка, очень ласковая, ходит за человеком хвостиком. Ничего не портит. Может даже проситься на улицу. Знает базовые команды и хорошо ездит в машине и ходит на поводке. Девочка мечта. Друзья, ваша помощь бесценна. Благодаря вам мы продолжаем спасение якутят. И только все вместе мы можем и дальше спасать жизни бездомных хвостиков. Присоединяйтесь к нашей команде. Заходите в наш чат WhatsApp. Пишите в комментариях, и я вам сброшу ссылку на нашу группу.